Авария на высоковольтной линии Ачгуара произошла 1 ноября. В результате большая часть Абхазии осталась без света. На место сразу же выехали специалисты. Однако решить проблему в кратчайшие сроки не удавалось. Все эти дни глава государства следит за ситуацией и проводит совещание. В пятницу 4 ноября президент Аслан Бжаня лично проконтролировал ход выполнения данных им оперативных поручений по ликвидации последствий аварии на высоковольтной линии Ачгуара-220 в селе Бедия. Согласно вашего поручения, мы с коллегами с российской стороны проработали возможность обеспечения поставок электроэнергии из Российской Федерации для проведения капитального ремонта высоковольтной линии ВЛ Ачгуара. И, соответственно, изначально график был определен с 1 октября по 15 ноября, но по объективным, независящим от нас обстоятельствам, было введено ограничение по времени поставок до 1 ноября. Но с условием того, что этот коридор нам чуть позже будет предоставлен. Соответственно, к этому вопросу мы вернемся чуть позже. ВЛ Ачгуара обеспечивает электричеством немалую часть Абхазии, однако ее пропускная способность очень низкая, поэтому воздушная линия нуждалась в ремонте. В октябре 2022 года были начаты работы по замене линии электропередачи. За месяц из 32 километров было заменено 24 километра провода, осталось еще 8. Это первая основная причина сложившейся ситуации. Вторая основная причина связана была с тем, что у нас фактически не оставалось времени для полноценного тестирования уже проведенной ремонтных работ на линии и то, как линия будет работать уже в эксплуатации. Соответственно, мы в экстренном режиме запускали уже отремонтированную линию. И поэтому возникали серьезные проблемы с подачей электроэнергии, потому что необходимо было устранить проблемы, которые возникали в процессе ее эксплуатации. Все это время практически круглосуточно сотрудники Черноморэнерго во главе с руководителем Зурабом Багапш находятся на месте аварии. Для того, чтобы осуществить пусконаладочные работы, сколько нужно было времени? Мы изначально, тот график, который был, первоначально, если бы Черноморэнерго делала бы все своими силами, это бы заняло до 3 месяцев. Поэтому после переговоров с российской стороной были приглашены также бригады из России для того, чтобы уложиться в меньший срок. Соответственно, срок был определен 1,5 месяца, и мы, в принципе, в него укладывались, потому что и погодные условия помогали, они играют не последнюю роль. Был обеспечен переток, мы работали, но, к сожалению, действительно, последние 2 недели мы не смогли доработать. Это как раз был период окончания работы, пусконаладочных работ. После того, когда переток был прекращен, линия была запитана, и по мере роста нагрузок начали выявляться те проблемы, которые должны были быть ликвидированы в процессе пусконаладочных работ. Поведение самого троса, провода, который был сделан, выявило его некоторые нюансы в работе. В частности, мы, когда новый провод смонтировали, его натягивали в соответствии с его характеристиками для того, чтобы обеспечить соблюдение габаритов, который должен быть на данной линии. Однако, учитывая, что наши опоры 1957 года, возникали сложности порой с натяжением данного троса. Почему? Потому что опоры старые, они ржавые, порой отходили уголки, из которых они сварены, и некоторые из них не представлялось возможным даже приварить в силу того, что они ржавые просто. Даже сейчас, в данный момент, когда все работы завершены, мы сейчас запитали на линии 264 мегаватта, подано питание, все запитано, но в случае даже если будет рост нагрузок, данный провод позволяет дополнительно загрузить. Однако из-за того, что часть линии осталась у нас старого провода, мы не можем превышать его размер. То есть то, что он может пропустить, только ту нагрузку мы ему можем дать. В процессе работы были выявлены некоторые участки, которые, скажем так, проходили по габаритам, однако в процессе работы, когда провод нагревался и провисал, в некоторых местах он давал землю. Срабатывала защита, из-за чего линия отключалась. На данный момент можно сказать, что необходимо будет провести ряд дополнительных работ для того, чтобы, скажем так, привести в полное рабочее нормальное состояние данную линию Ачгуара, потому что эта разница, которая есть старого провода, который висит, и нового провода, она может сыграть, скажем так, различную роль. Поэтому необходимо вопрос добивать, желательно нам по возможности вывести ее в ремонт, доделать все те работы, которые изначально были намечены, после этого линия будет работать в штатном режиме. Какие меры в ближайшее время, в ближайшие часы и дни предполагается предпринять для того, чтобы обеспечить
устойчивую поставку электроэнергии для населения, для граждан. Значит, предварительно по вашему поручению проводятся переговоры уже в течение нескольких дней с российской стороной. В конце недели мы вылетаем в Москву для ускорения процесса принятия. В конце этой завтра недели. или послезавтра? Ну, я думаю, в воскресенье полетим, чтобы в рабочий день уже быть на месте и, соответственно, приступить к работам. Хочу сказать, что дистанционно нам Министерство энергетики Российской Федерации оказывает содействие. Сегодня прислали специалистов, которые также едут и мониторят состояние линии с соответствующим оборудованием. Им дано конкретное поручение представить конкретные причины и, соответственно, рекомендовать, какие надо необходимо будет еще решения принять. Также еще хочу сказать, что, значит, на данный момент, значит, нами предварительно проработаны объемы, о которых речь идет. Это не только на проведение и завершение ремонтных работ по ВЛ Ачигвара, но и на покрытие дефицита, который у нас образовывается до конца года, поэтому данное поручение мы будем, безусловно, реализовывать. Хочу вас проинформировать и общественность об объективности, значит, ряда обстоятельств. Ну, первое, это то, что, значит, провод, который приобретался для высоковольтной линии ВЛ Ачигвар, согласовывался с Министерством энергетики Российской Федерации. Его технические характеристики изучала Черноморэнерго, и только по согласованию с абхазской стороной данный провод был приобретен. Более того, значит, этот провод был специально изготовлен, потому что тогда, когда мы могли его приобрести за определенные средства, по которым было получено согласование, он нам по своим техническим параметрам не подходил. Второй вопрос – это то, что касается якобы каких-то оплаченных 50 миллионов, которые непонятно куда были направлены. На данный момент сформирована проектно-сметная документация по ремонту линии Ачигвара, направлена на государственную экспертизу, пока в Республике Абхазия, будет направлена потом в Российскую Федерацию. Только после получения государственной экспертизы будет понятен окончательный объем финансов, необходимый для оплаты работ. Более того, Черноморэнерго еще не приняла ни один акт выполненных работ по данной линии, потому что она еще не принята. Соответственно, никакого финансирования по ремонтным работам, которые были уже проведены, не обеспечено. Глава государства поручил Кристине Озган провести переговоры с Министерством энергетики России о новом перетоке для обеспечения населения электроэнергией и ежедневно докладывать о ходе проводимых работ. Высоковольтная линия сегодня практически весь день под напряжением. Мы искусственно снижали нагрузку для того, чтобы проводить те работы, которые необходимо было проводить. Сегодня вечером мы, безусловно, в штабе будем обсуждать, значит, что сделано, и наблюдать за тем, как происходит повышение нагрузок и как с этим справляется система. Конечно, не исключаем перебоев, потому что для того, чтобы система работала полноценно, необходимо решить все возникающие вопросы. Приносим большие извинения нашим гражданам за неудобства. Нам, правда, это очень, конечно, тяжело переживать, но тем не менее работу надо делать, и мы ее, безусловно, сделаем. 4 ноября с 10 утра на линии Ачигвара была увеличена нагрузка. Пока что линия ее держит. В данный момент электроснабжение страны осуществляется без перетока электроэнергии из Российской Федерации. Гугут Савардания, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.